Здравствуйте, дорогие ребята! Я, Альденова Сауля Мангельдиевна, приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Мы продолжаем изучение первого раздела «В человеке все должно быть прекрасно». А чтобы узнать тему сегодняшнего урока, я предлагаю вам, ребята, ответить на следующий вопрос. Какой русский литературный жанр, который носит поучительный характер, связан с именем великого Абая? Конечно, это басня. Итак, тема сегодняшнего урока – Иван Андреевич Крылов, басня «Ворона и лисица». Краткая биография автора. Иван Андреевич Крылов – великий русский поэт-баснописец. Родился в Москве в 1769 году. Крупнейшим событием русской литературной жизни XIX века было появление в печати первых басен Ивана Андреевича. Они составили 6 книг, в которые вошли 140 басен. Иван Андреевич Крылов боролся с недостатками и пороками, которые мешают людям жить в мире и согласии. Его оружием были басни, маленькие произведения, которые учили жить по справедливости. Цели урока. На уроке вы узнаете о басне как малом повествовательном жанре, содержащем мораль, о героях басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица» и их характерных особенностях. Вы научитесь понимать смысл басни и ее мораль. Перед изучением басни давайте попробуем вспомнить и повторить, что такое басня, что такое мораль, и проведем словарную работу. Басня – это короткий рассказ в стихах или в прозе. Цель басни – осмеяние человеческих пороков, поступков. Мораль – это норма поведения, представление о хорошем и плохом, поучительный вывод из чего-нибудь. В басне всегда заключена мораль. Персонажами басни обычно выступают животные. Каждое животное символизирует определенные черты, присущие человеку. Например, лисица – хитрость, ворона – глупость, заяц – трусость, волк – жадность. Словарная работа. Лесть – угодливое восхваление, жағымпаздық. Гнусный, отвратительный, подлый, жиркинышты. Плутовка – хитрая и ловкая обманщица. Алдауше. Бог послал, нашел случайно, без особого труда. В забу дыхание сперло, трудно стало дышать. Во все горло каркнуло очень громко. Вашему вниманию басня «Ворона и лисица». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки, рассказывать так право сказки, какие перышки, какой носок, и верно ангельски быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица». Ищунина с похвал вскружилась голова, от радости в забу дыхание сперла, и на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Понравилась вам, ребята, басня?
Да, она интересная и поучительная. Это наглядный пример того, насколько лесть бывает приятной и как сильно можно пострадать, если ей поверить. Задание следующее, ребята. Опираясь на данную таблицу, составить тонкие и толстые вопросы и ответить на них. Проверьте, ребята, тонкие вопросы и ответы на них. Кто главные герои басни? Главные герои басни – ворона и лисица. Какой представляет лисица в басне? Лисица хитрая, изворотливая, льстивая. Какова же ворона? Ворона глупая, доверчивая, любит лесть. Толстые вопросы и ответы на них. Почему лисице удалось обмануть ворону? Потому что ворона любила лесть, а лисица умела льстить. Какой же смысл имеет эта басня? Не нужно быть глупым и доверчивым, понимать, где правда, а где ложь. В чем заключается мораль басни? Мораль басни заключается в том, что лесть – опасная вещь, против которой очень трудно устоять. На этом примере автор учит не доверять льстецам, которые, преследуя свои цели, готовы пойти на любой обман. О композиции басни. Композиция – это построение художественного произведения. Басня имеет две части. Первая часть состоит из 4 строк и содержит мораль, вторая часть – из основного повествования. Завязка басни – встреча лисицы и вороны. Кульминация – это момент, когда ворона каркнула и выпустила сыр из клюва. Завязка – побег лисицы сыром. Каждый персонаж имеет свою характерную особенность. По стратегии «Какой-то человек» ребята, ответьте на следующий вопрос. Какого человека представляет собой лисица и какого ворона? Лиса изображает хитрого, ловкого и льстивого человека, который хочет во что бы то ни стало добиться своей цели. Ворона изображает человека глупого и наивного, который легко поддается на лесть и остается ни с чем. Продолжая говорить о характерных особенностях басни, давайте, ребята, вместе составим синквейн на слова «лисица» и «ворона». Лисица. Хитрая, коварная. Обманывает, льстит, лукавит. Лисица всегда добивается своего. Плутовка. Ворона. Глупая, доверчивая. Верит, слушает, каркает. Вороне нравятся льстивые слова. Разиня. Итоги урока. Теперь вы знаете о героях басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Об их характерных особенностях понимаете смысл басни и ее мораль. Отвечая на вопросы сегодня на уроке, я узнал, было интересно, урок дал мне для жизни. Ребята, вы оцените себя. Полезным ли для вас оказался урок, ребята? Я уверена, что многие из вас нашли для себя подсказки, как можно избавиться от некоторых недостатков. Иван Андреевич Крылов, создавая свои басни, хотел, чтобы люди, которые их прочитают, а значит и мы с вами, стали умнее, добрее и лучше. Урок окончен. До новых встреч!